Благодарим за чудесное выступление Станислава Васильева и Наталью Королеву. Татьяна Васильевна известна зрителям как художник, который работает в разных стилях, техниках и жанрах. И ее произведения всегда отличаются особым цветом, светом, энергетикой. Они наполнены чувством любви, гармонии и красоты. Слово предоставляется заместителю председателя Государственного совета Республики Коми Валентине Васильевне Жигиной. Дорогая Татьяна Васильевна, я, наверное, начну издалека, потому что немногие из присутствующих сегодня в этом зале знают вас еще совсем молоденькой девушкой. А я не посчастливилась. Так сложилась судьба семьи Татьяны Васильевны Васильевой и еще многих тех очень легендарных военных летчиков, которые в 50-е годы, когда закончились все те войны, связанные с Великой Отечественной, приехали на север работать и помогать становлению нашей республики. И среди них были два удивительных человека. Это Иван Павлович Шанин и Татьяна Васильевна папа. Я его всю жизнь называла дядя Вася Васильев. К стыду своему даже отчества Танечка не знаю. Василий Григорьевич. Две удивительные семьи, в которых росли дети. Иван Павловича было 3, вас тоже. И вот в любви к той земле благодатной, которая дала им новую по существу гражданскую работу, они ведь тоже переучивались и стали гражданскими летчиками. Они практически сформировали все, что связано с аэропортной деятельностью не только в Сыктывкаре, но и в республике Коми. И дали образование, хорошее образование своим детям. И так случилось, что в каждой из этих семей 2 человека связаны с культурой, потому что то, что сделала Галина Шанин для развития именно народных промыслов, традиционной нашей коми-культуры, приехав, родители когда-то совсем с Украины, дядя Ваня Шанин приехал, а Галя, она получила первое вообще патент на вот те наши сегодня так привычные нам коми-национальные сувениры. Ну а в семье Васильевых 2 замечательных республики Коми, я считаю, патриота. Это Нина Васильевна, которая всю свою жизнь, сестра Татьяны Васильевны, проработала в школах, и последним местом работы перед выходом на пенсию это была 1-я школа. И мне так повезло, что, ну вы знаете, что в школе всегда есть классы, которые потом делят, кто немецкий, кто английский, кто французский. И вот мой класс просто был вдохновлен все годы, пока мы учились в школе, тем, что английский язык, я, к сожалению, немецкий, так получилось, изучала, меня Нина Васильевна не учила. А вот 2-ю половину нашего класса учила Нина Васильевна, которая замечательные педагоги. Все до сих пор ребята, которые в Сыктывкаре учились, помнят Нину Васильевну. Это тоже достояние республики. Ну а то, что сделала для республики, для нашего искусства Татьяна Васильевна, это уникально. И, Татьяна Васильевна, вы всегда с любовью именно в душе рисовали, и в вашем художественном творчестве был север. И вы начали с севера эти слова. Спасибо, что такая тесная связь у вас неразрывная с республикой, с вашими друзьями. Я вижу, кто сегодня пришел, это тоже из вашего далекого детства, они всю жизнь с вами. А я сегодня имею честь этот букет от депутатов Государственного совета вам передать с пожеланиями долгого творческого пути. Спасибо большое за ваше искусство. И еще мы с Татьяной Васильевной задумали, как раз встретившись на выставке Юры Лисовского
договорились о том, что, может быть, действительно нам создать какую-то выставку, мы продумаем о наших отцах. Потому что мой папа тоже работал в аэропорту, и он был, вы знаете, сегодня вы сказали, специальным корреспондентом пресс-службы аэропорта. Все фотографии с периода конца 50-х до конца 80-х годов, черно-белые, где бы вы не увидели, есть человек в форме авиационной, то ли это парад, то ли это фотографии моего отца. Поэтому вот такие 3 замечательных человека работали в Сыктывкарском аэропорту, о которых, я думаю, не грех вспомнить всем, кто их хотя бы знал, детей. Я приглашаю, чтобы мы эту выставку сделали вместе. Спасибо, Татьяна Васильевна.